Акция на ТНВ. Made in Татарстан. Сделано в Татарстане. О тех, кто созидает, и о тех, кто вместе с нами меняет мир к лучшему. История крупнейшего предприятия, ставшего брендом Татарстана, началась еще в 1855 году, когда магистр фармации, русский подданный Фердинанд Грахе, открыл в Казани аптеку-фирму. Списке новейших современных лекарственных средств широко рекламировалось до 400 наименований продукции. То есть эта продукция у нас здесь, вот мы рассказываем как раз о ней. Здесь были и хинные корки, и рейнский уксус. То есть уже в 1905 году хозяин фирмы стал миллионером? Да. Уникальный музей предприятия. Здесь могли найти и сохранить коллекции лекарственного сырья, что фирма Грахе выписывала с 5 континентов. Огромное собрание уникальной посуды, упаковок и лекарств конца XIX века. Одной из интересных разработок Фердинанда Грахе минеральная вода реализовывалась вот в таких бутылках. Бутылках с округлым дном или без дна, как ее называют, потому что минеральная вода должна храниться именно в горизонтальном положении. Но это был очень хороший ход маркетолога, как бы мы сегодня сказали. Я, наверное, только предположу, что вот мыльный спирт сложный, вероятнее всего, это какое-то средство дезинфекции тех лет, к чему мы сегодня, увы, уже привыкли. Подобие чего-то осталось до сегодняшнего дня, что мы применяем? Да, конечно. Капли датского короля. Кавалеры. Кто-то считает, что этими каплями был отравлен Гамлет, принц датский. Кто-то уверен, что рецепт был составлен тестем всех монархов Европы, датским королем Кристианом IX. Капель датского короля не найти болезней. Действительно, они считались лекарством от всех болезней и, по поверью, могли спасти больного от смерти. И мы эти самые капли употребляем до сих пор. Только название их поменялось в послереволюционные годы. Какие капли короля? Грудной эликсир, товарищи. После национализации аптека перешла в руки рабочих, а в 1931 году на базе аптеки была открыта химико-фармацевтическая фабрика и единственный в России кетгутный завод, объединившиеся в конце 70-х в одно предприятие. Не давайте пропадать добру, собирайте и продавайте кишки. Да. Кишки Промгосторг. Вот от начала кетгута. Тот самый кетгут сыграл огромную роль в годы Великой Отечественной войны. Да, он очень был необходим для госпиталей. Да, если я не ошибаюсь, такие препараты до сих пор единственные производители кетгута в Российской Федерации. Да. В годы Великой Отечественной завод поставлял на фронт кетгутные нити, перевязочные материалы, десятки препаратов. Именно в войну здесь были разработаны мази от ожогов и от обморожения. Для укрепления иммунитета солдат на фронт отправляли таблетки шиповника. Это уникальная ступка из коллекции самого Фердинанда Грахе. Это конец XIX века. И сейчас я предлагаю посмотреть, как изменилось предприятие за все эти 165 лет. Ступка сегодня осталась в штучных экземплярах только в аптеках. Современная ступка, если можно так сказать, вот эти огромные емкости в стерильной зоне. Сейчас мы находимся на производстве стерильных гелей, мазей и капель. Производство это абсолютно стерильное. То, что внутри мы видеть не можем, видим только то, что снаружи. Производство это было запущено 4 года назад, оно полностью автоматизировано. Здесь работает всего 3 человека, и в месяц выпускается 1 200 000 упаковок всевозможных этих препаратов. Сейчас мы с вами видим процесс упаковки глазной мази. Это знаменитый тетрациклин, стерильная мазь. По производству стерильных мазей завод Татфармпрепараты находится в лидерах Российской Федерации. Данный цех отвечает всем мировым европейским стандартам качества, GMP называется. Это динамические весы, она определяет с точностью до 0,1 доли грамма вес конечного продукта. То есть, если что-то, например, туда не доложилось инструкции, либо сама масса тубы оказалась меньше, конечно, она будет сбрасывать брак. То есть это одна из ступеней именно контроля. Естественно, у нас есть огромный отдел контроля качества, который за всем этим наблюдает, за всем этим следит. Плюс, естественно, отбираются отборы проб, в данном случае даже воздуха в том помещении, где мы сейчас находимся. Татхимфармпрепараты – одно из первых предприятий, которое в начале пандемии коронавируса посетил президент республики. Этот визит только подчеркнул особую роль компании как в экономической, так и социальной жизни республики. Вы нам тогда помогли, мы докупили эту машину, там еще докупили, то есть пакуем сейчас в полуавтоматическом режиме.
Рустам Минниханов попросил в приоритетном порядке реагировать на запросы внутреннего рынка, но предприятие фактически не перенастраивало работу в период эпидемии. Объемы производства только по мазям позволяют выпускать более 3 миллионов упаковок в месяц, что покрывает и потребности республики, и страны, и зарубежных рынков. Всего здесь производится более 15 наименований мази и почти 50 таблетированных препаратов. Все, что касается нашего предприятия, мы нормально работали, также не останавливались ни на один день, потому что у нас ряд препаратов из списка жизненно необходимых, в том числе процетамол. Видно будет к концу года, как отразится, что будет, тут очень сложно сказать. Тимур Хананов подчеркивает, что симптомы режима ограничений в период коронавирусной инфекции уже отразились на производстве. Сырье приходит позже запланированного, оборудование, которое ждали в марте, прилетит из Германии в августе. Вместе с тем компания успешно проходила не один кризис, а в 2014 году даже смогла продолжить работы по модернизации производства. Несмотря на определенные сложности, Татхимфармпрепараты активно продолжают разрабатывать дженерики, то есть копии оригинального препарата. Только в год отправляются на регистрацию до 8 наименований. Совместно с нами. У Института Арбузова сейчас на данный момент в разработке находится несколько препаратов. У Приволжского федерального университета совместно с нами находится сейчас в разработке порядка 7-8 препаратов. Это и нестероидные противовоспалительные лекарства, средства, и противоопухольные препараты, и дезинфицирующие. Сегодня на фармрынке России работает порядка 30 крупных системообразующих предприятий. Татхимфармпрепараты – лидер в различных сегментах. Продукция поставляется во все страны СНГ. Некоторые препараты предприятие смогло вывести и на рынок Германии. Вместе с тем, чтобы достойно конкурировать с зарубежными компаниями, необходимо найти лекарства от всех болезней российской фармацевтической отрасли, уверен Тимур Хананов. Главный симптом заболевания – длительная регистрация лекарственных препаратов для отечественных производителей. Так, вывод на рынок дженериков занимает в стране от 2 до 4 лет. При этом регистрация импортных препаратов занимает меньше времени и денег. Несмотря на это, в планах компании обойти производителей, например, из Индии и Китая, за счет своих главных конкурентных преимуществ – цена, качество. Мы сейчас в топ-10 среди отечественных производителей по 1000 упаковок, а по объему выручки в денежном выражении мы там в топ-30 образно. Поэтому нам надо быть и по выручке в денежном выражении, и по 1000 упаковок в топ-10. Это наша основная задача на ближайшие 5 лет, которую надо сделать за 4 года. Эликсиры вечной молодости предприятия – команда, кадры, которые всегда в центре внимания. С 1905 года не прекращала работу профсоюзная организация. В компании предусмотрена финансовая поддержка ветеранов, женщин в декретном отпуске и многое другое. За свою богатейшую историю, сохраняя вековые традиции, предприятие, если не изобрело, то уж точно разработало уникальную рецептуру успешного и социально ответственного бизнеса. Светлана Спирина, Андрей Ключников. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.